Уважаемый президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Обращается к вам узник совести, офицер вооруженных сил, ветеран Российской Федерации, участник боевых действий, посол мира. Получил в советском государстве образование высшее военное, при российском государстве закончил академию при президенте Российской Федерации на Северном Кавказе. 2001 года был избран нашими соотечественниками из Таджикистана на территории России президентом Федерации Фонда поддержки выходцев из Таджикистана в Российской Федерации, а в 2007 году на первом съезде народов Таджикистана был избран председателем Всероссийского общественной организации «Таджикские трудовые мигранты». В 2008 году был присвоен за показ 2 фильмов «Тайные трагедии таджикские трудовые мигранты». Кому это выгодно, был удостоен звания посла мира. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел вас поздравить, точнее в вашем лице российского народа, за то, что делегаты, российские парламентарии возвратились в парламентской ассамблее Совета Европы. Миллионы граждан ждали этот момент. Мы все прекрасно знаем, что в протяжении 70 лет жили вместе в едином государстве Советского Союза. В состав Советского государства выходили 15 республик, в том числе Республика Таджикистан. Республика Таджикистан образовалась вначале как автономный в состав Узбекистана в 1924 году, а последующий стал как суверенный в составе Советского государства в 1929 году. Вначале хочу поблагодарить за ту гуманность с вашей стороны, за освобождение журналиста Ивана Горунова. Как вы сказали на саммите двадцатки, что то, что было принято жесткой и нечеловеческой мере по отношению к журналисту, это является безобразием, которое проводилось со стороны отдельных лиц из разных силовых структур Российской Федерации. Горунов был освобожден благодаря средствам массовой информации в России, российские и международные правозащитники, а также поддержку в ее освобождении направила общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигрантов» и Федерация мигрантов СНГ на территории Российского государства. Горунов не совершал преступления. Вы об этом прекрасно знаете. Но нечистоплотные люди, генералы с плохими намерениями, с грязными, можно назвать, своими намерениями, решили наказать свободу слова. Ивана Горунова по национальности русский обвиняли именно в сбытии наркотиков. Если еще не было ваше решение, то русский Иван оказался в местах, отбывая наказаний не менее чем на 20 лет. Вашим указом были сняты 2 генерала по линии МВД, в частности по линии за контроль наркотиков, господин Девяткин и управление Юго-Западного округа Андрей Пучков. Абсолютно было правильно сделано. Я и многие миллионы граждан считают, что за подобные преступления, за превышение своих полномочий, данные руководители, независимо от ранга, от воинского звания, национальности, должны быть наказаны по закону. А таково мнение сегодняшнего народа российского государства. Уважаемый Владимир Владимирович, 20 июня вы провели прямой эфир с российским народом. Я называю себя узником совести, потому что я всегда думал, что русский человек, русский народ всегда были авангардом и останется. Не зря сказал президент Трамп в Японии на последнем встрече двадцатки: Россия — это страна-держава. На самом деле так и есть. России только не хватает одну: укреплять свои позиции, если удастся развивать демократический институт. На сегодняшний день миллионы граждан, которые пострадали именно в новейшем российском государстве, обращаются в Европейский суд. Также Комитет по правам человека в Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций была создана после страшнейшего периода войны, когда 50 миллионов из общих граждан мирового сообщества погибли. И миллионы пропали без вести. В том числе на этой войне на стороне советского государства, как часть советского государства, принимали участие молодые парни из Таджикистана и республик Средней Азии. Их несколько миллионов. Только из маленького Таджикистана было отправлено более 300 тысяч, и не возвратились половина из них. В том числе среди тех, которые воевали, пошли на защиту в первую очередь от российской границы, а следующие, украинские и белорусские, воевали мои близкие, в частности, отец со своими братьями. Их 4. В 2019 году, после длительного поиска, нам было известно о судьбе отца, его брата младшего Хасана, нашелся в архиве 3-й брат Абдурахман, который погиб на Украинском фронте в 1943 году. По сегодняшний день остается неизвестна судьба 4-го брата Салахиддина. Это почему я вам говорю? Потому что на войне также погиб ваш отец, что у наших родителей, что у вашего отца и другие были цель одна. Мы будем освобождать советское государство от фашизма последующей Восточной Европы. И они дошли до Берлина, где именно немцы подписали о своей капитуляции. Они надеялись, что будет самые лучшие дни для их дети, внуки. Обратно опираясь на то, что они надеялись на мудрость русского человека или русских руководителей. После распада советского государства в 1991 году, даже при проведении референдума о сохранении советского государства, проголосовали 97% за сохранение советского государства. Такова надежда нашего народа, народа Востока, трудолюбивого народа Таджикистана, где проживали до распада советского государства больше миллион русскоязычных. Они также погибли, потому что наступила война гражданская. В войне мы потеряли более 100 тысяч. Главным орудием, главным звеном, как миротворец, выступала 201-я мотострелковая дивизия, в состав которой также были молодые парни, закончившие различные военные учебные заведения Советского Союза, остались со своими русскими братьями, проходили службу. 201-я мотострелковая дивизия. В частности, я проходил военную службу в 401-м танковом полку. И оттуда в 1996 году был переведен в распоряжение Московского военного округа командующего. В дальнейшем проходил до своей военной пенсии до 1999 года в 144-й мотострелковой дивизии. И в соответствии с штатным мероприятием я и сотни тысяч военнослужащих в 1998 году решили идти в отставку. Таково было решение. У каждого были дети, они нуждались также в поддержке родителей. Зарплаты не было. Вместо зарплаты нам выдавали сухой паек. Вы прекрасно об этом знаете, потому что длительное время, находясь как контрразведчик в западной группе войск Германии, а до этого Германской Демократической Республики, с 1986 года, я также был в этом западном группе войск офицером, проходил военную службу в Винсдорфе, последующий в Потсдаме. После чего я был переведен в Туркестанский военный округ. В распоряжении командующего и назначен был начальником 4-го отдела военного комиссариата Ардзинкзабада. И под 1993 года, так как таджикские вооруженных силах, они относились к общему, но созданный блок стран Содружества. Таджикские вооруженных сил напрямую подчинялись именно Российской Федерации. Образование таджикских вооруженных сил началось в 1993 года, именно 23 февраля. На этот момент офицеры выбирали путь остаться в новейшем Таджикистане, в вооруженных силах, или, соответственно, продолжать службу после распада советского государства, так как Россия заявила о своих правопреемниках наравне с другими гражданами Советского Союза проходить военную службу. Таково было мое решение остаться
принять присягу на верность российскому государству, продолжать военную службу. 1993 года было постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации. Проходить будет служба только те, которые получают и согласно получению гражданства российского государства. Это было сделано с моей стороны и другие те, которые были военнослужащие по национальности таджики, узбеки на территории Таджикистана. Мы все выполняли одну задачу. Указание президента Российской Федерации тогда был Борис Николаевич Ельцин и, соответственно, министром обороны господин Грачев. По увольнению в запас на территории Российской Федерации в городе Ельне Смоленской области, после получения удостоверения офицера запаса, мне был выдан паспорт Российской Федерации. И на основании получения моего гражданства, о прохождении моей службы, получили, соответственно, гражданство мои дети, 2 сына, 2 дочери, супруга. Мы оставались в служебных квартирах до момента получения сертификата на приобретение квартиры. По увольнению в запас каждый из офицеров старался найти новую профессию. Так как на территории России уже находились больше 1 миллиона граждан Таджикистана в поисках работ, было решение создать общественную правозащитную организацию. Люди нуждались в правовой защите. И я вынужден был, а другого выхода мне не осталось, как принять предложенный мне занимать пост президента Фонда поддержки выставки Таджикистана в Российской Федерации. Именно на первом таджикском конференции, которая проходила при поддержке представителей Красного Креста. Уважаемый Владимир Владимирович, то, что было сделано по отношению Ивана Голунова, журналиста русского по национальности, это безобразие в высших эшелонах на уровень генералов, так называемых в народе оборотней в погонах. Они наказаны. Я знаю Голунова Ивана, что делал очень много, особенно раскрыть то преступление, которое происходило на территории Хованского клапыша и на 2 крупных рынках Люблино и Садовод. Именно наша задача была перед общероссийским общественным движением и координационным советом довести до руководства страны России, Таджикистана, что подобные безобразия, те люди, которые совершают, организуют, должны быть наказаны. Но мы не ожидали, я и мои коллеги по работе не ожидали, что готовится против нас политический заказ. Практически мы работали 24 часа в сутки, об этом знает из представителей ФСБ и МВД, где мы принимали по сотне граждан, их заявления и жалобы на ущемление их прав, вплоть до того, что их держат незаконно. Мы раскрыли места вербовки наших соотечественников на территории именно 2 рынков Люблино и Садовод и отправка их группировкой ИГИЛ, это в странах арабского мира, так числе в состав Талибана. Более 3000 граждан Таджикистана, они решили оказаться среди них. 90% из этих граждан заявили, это трудности в семье, это возможность прокормить своим членам семьи, это нет возможности возвратить кредитов. Поэтому враг извне использовал большие средства, использовал этих же рынков для того, чтобы их завербовать. И по сегодняшний день на границе Таджикистана и Афганистана находится не менее 3000 наших соотечественников, которые никак не могут возвращаться на свои земли. Для этого нужно провести большую дипломатическую работу, что люди поняли, что территория СНГ – это территория всегда именно где можно говорить только о мире. Уважаемый Владимир Владимирович, поступает в мой адрес в устной и в письменной форме заявление от граждан Таджикистана. Именно их волнует получение гражданства Российской Федерации. Они хотят гарантии. Поскольку они беспокоятся, что человек, который получал гражданство 23 года назад, в моем лице я имею в виду, проходил военную службу, получил ордена и медали, получал пенсию, он лишен. Мотивировка вам может быть известна, но я хочу до вас довести. Если я не был активным правозащитником, если я не защищал права граждан не только Таджикистана, но и СНГ, поскольку мы по занимаемой должности президент Федерации мигрантов СНГ, то, соответственно, подобное решение не было никогда. Не принято теми лицами, которые совершили преступление. Я назвал вам одну цифру. Более 800 тысяч лиц, которые есть запрет. Не исключаю, что более 100 тысяч среди них, которые поставили на запрет
они имели РВП, они также имели вид на жительство. Они также думали, что их семьи, члены семьи, перевести их на территорию России, и многие из них там не остались. Их жены и дети думали, что поможем им в учебе, соответственно, с них сделать специалистов, но разрушили их семьи. Более 10 тысяч имели гражданство Российской Федерации, получали российские паспорта в различных регионах Российской Федерации. Они также остались без ничего. Я изучал материал судебные слушания, когда человеку ставят запрет на 30 лет, и есть на 50, есть на 60 лет. Это же есть издевательство. Якобы эти граждане опасен для нынешней России, в частности, в обороноспособности. А вы куда их отправляли? Точнее, ваши силовые структуры отправляли обратно в Таджикистан. А почему для России они более опасны, а для Таджикистана нет? Тогда если вы отправляете на территорию Таджикистана этих лиц опасных, там же находятся граждане Российской Федерации. Они также думают, почему подобные решения принимаются. Во всем мире, во всех странах, лиц, который опасен или совершавший преступление, законом их наказывают. Но есть у меня информация, что все эти дела делаются определенными группами людей, которые приносят большое количество сумм денег для того, чтобы их депортировать. Или забрать их паспорта. На получение гражданства каждый те, которые мы сейчас говорим о них, что они депортировали, или взяты паспорт, не менее 200 тысяч рублей потратили. Соответственно, они продали свои имущества в Таджикистане. Соответственно, продали они там скотину, продали машину, участки же. Но ехали к вам-то с надеждой, потому что они видят, что вы встречаете все вместе в Таджикистане, в других странах, как вас встречают, как ШОС встречают, как ОДКБ. Почему подобные вопросы не поднимаются? Я прошу у вас, если этот закон вашим указом будет подписан, вы убедитесь к тому, что права или гарантии на этих граждан будут предоставлены. Ради Аллаха, ради Бога. Эти люди все трудяги. Они нужны России. Да, не развивается экономика Таджикистана, это не секрет. Да, более 2 миллионов таджикистанцев находятся в России, это не секрет. Я думаю, что если были бы за пределом России, исходя из количества населения Российской Федерации, столько процентов соотношений, то вы предпринимали меры, почему столько граждан выезжают. Даже наши граждане готовы поехать на Дальний Восток, жить и работать, и воспитать своих детей. Я не говорю, что в своем обращении защищает, как говорит, вот собственную свою шкуру. Нет. Я был с народом, останусь. И за мою профессиональную деятельность, за умение работать и искать общий диалог с народом, не понравился многих из представителей своих структур. Им хочется, чтобы рабы всегда были. Думаю, и вам, и мне, и многим не устраивают, что страну Россию назвали страна рабовладельцев. Я надеюсь, что всегда здравый мысль нас всегда победит в этом. Если мы так сильно хотим, интересы России был на территории бывшей республик Средней Азии. Да и так немного осталось на территории России трудоиммигрантов из республик Средней Азии. Более 25 лет была закрыта между Таджикистаном и Узбекистаном граница. Более 4 миллионов узбеков не могли попасть увидеть своих родственников. И так не могли таджиков. Это было тогда распределение Советского Союза, потому что тогда было нам известно нашим отцам и дедам из сегодняшней истории, что Таджикистан, как страна, не нужен в Советском Союзе. Поэтому автономию предложили, пока не распределили главные точки, проживающие места, называемые исконные места таджиков, Самарканд, Бухара, Андижан, Намаган, Ташкент. Когда произошло распределение, и по сегодняшний день происходит спор между Азербайджаном, Арменией
по поводу Нагорного Карабаха, по поводу Молдавии. Нынешний Крым, вы знаете, был российский регион. Но так и сделало советское государство, что у нас общий дом. Вот благодаря сегодня мудрой политике президента Узбекистана Мирзоева Шавката, что люди уже хоть на похороны идут. Не нужны нам границы. И Россия, не закрывая свои границы, вы знаете об этом прекрасно, что закрыть границы, я много раз предлагал, что трудовая виза это всегда принесет благо для этих народов, что хотя бы учет будет, какое количество граждан поехали, когда они должны возвращаться. Народ просит вас. Я говорю много вещей, которые не от своего личного имени, а от своей точки зрения, от своего имени. Я говорю о том, что народ Таджикистана любит, в первую очередь, русский и российский народ. Они нуждаются сегодня в вашей поддержке. Они многого не просят. Они платят налоги. А где-то выиграет государство.